Во тьме звучит пронзительней, чем выстрел абхазская виолончель. Строки, что звучат пронзительней выстрела. Клип Алексея Булгакова и оркестра имени Хунцария, снятый на реке Гумиста, задает тон всему фестивалю «Весна». Для Семена Пегова и его единомышленников этот проект стал символом взаимной поддержки. В самые тяжелые годы абхазские музыканты давали концерты на Донбассе. Теперь пришло время ответного визита. Музыканты из России, ДНР и ЛНР объединяются с абхазскими коллегами, чтобы доказать, культурный мост между нашими народами не разрушить. Идея проекта родилась здесь, в Абхазии, из простых дружеских встреч и стала естественным продолжением большой истории. Так сказать, абхазская абхерца и русская балалайка тоже встретили друг друга в некотором смысле и начались рождаться совместные творческие проекты. Это и песня про Абхазию, где я стихи написал, Леша Булгаков из Луганска, наш товарищ, исполнил. Да, музыку ребята тоже из оркестра туда подготовили, и классные партии исполнили, даже клипы выпустили. И вот потихонечку наша дружба, да, которая иногда в Сухуме находила себя, иногда там, на Донбассе, переросла в то, что мы поняли, вокруг нас есть несколько творческих коллективов, которые, с одной стороны, каждый из них, да, самобытен, свою культуру представляет, но в то же время вместе в одной компании это друг другу созвучно, потому что и оркестр – это дети своего рода войны, потому что, в общем-то, все участники выросли в послевоенное время, и боль, то, что на Донбассе сейчас гражданское население переживает, и творческие люди, что переживают, для них близка и знакома. Старт 1 мая обещает быть мистическим. В недрах Новоафонской пещеры прозвучат голоса молодежного архиерейского хора «Росток» из Горловки. Акустика подземных залов обещает превратить церковное пение в нечто внеземное. Начало в 15:00. Вечером того же дня в 20:00 музыкальный вектор резко сменится. На набережной Сухума у Бригантины донецкий рэп-исполнитель ОМ представит свою программу – дерзкую, честную и современную. 2 мая в 16:00 фестиваль поднимется на гору Баграта. Здесь саксофонист Сергей Головня и гитарист группы «Звери» Герман Осипов докажут, что джаз и русские народные инструменты – идеальный союз. Ближе к закату в 19:00 Центр культурного притяжения переместится на станцию ГУМа. В этом историческом пространстве Алексей Булгаков из Луганска представит свою акустическую программу. Важно, что еще будет общение помимо мероприятий. То есть, например, 2 мая в 8 утра все могут прийти попить кофе на Брехаловку. Здесь будут музыканты пить кофе, и мы будем общаться, кто-то стихи читать, кто-то играть. И можно будет задать вопросы, что это за инструмент, даже может где-то попробовать самому поиграть. То есть для нас важно, чтобы фестиваль стал точкой общения и чтобы мы друг друга лучше узнавали. Но есть капризная абхазская погода, майская, поэтому мы на всякий случай готовим запасной вариант. Конечно, если будет дождь, мы будем гостей наших приглашать на станцию ГУМа. 3 мая станет временем концептуального искусства. В 11:00 в стенах ЦВЗ откроется выставка заслуженного художника ЛНР Аривик Малхасян. В 15:00 на пляже в Ишере поэт Семен Пегов и художник Алексей Гентовт представят перформанс «Синтез слова и образа на фоне морского горизонта». Главный подарок организаторов – свободный вход на все мероприятия. Для удобства гостей между площадками будет организован трансфер. Мне очень важно, что мы этот фестиваль сделали своими силами. То есть мы не ждали, что мы получим какую-то административную поддержку или от государства кто-то нам выделит какие-то космические деньги. Нет, это мы пообщались с нашими друзьями, кто поддерживает творчество. Это и абхазы, это и абхазские армяне, это в том числе армяне из Москвы, донбасские меценаты. И, в общем-то, сделали это, по сути дела, своими силами. Фестиваль завершится 3 мая в самом сердце Сухума. На площади у Абхазского драмтеатра выступит государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария под руководством Дениса Аруха. Начало в 19:00. Весна, по словам Семена Пегова, обещает стать традиционной вне зависимости от времени года. Вот я в родном Смоленске мечтаю, чтобы абхазские музыканты выступили. У меня есть мечта в сентябре провести фестиваль «Весна»
в Смоленске. Вот это место, где этот фестиваль родился. И весна это скорее, ну, вот такое состояние души, не буквально, что это время года какое-то, а это вот наше общее такое внутреннее мироощущение, да, что рождается новое искусство, да, оно рождается, может быть, не в самые простые времена, но я считаю, что если вот мы в красоте все вместе не преуспеем, если мы в красоте не одержим вот эту главную внутреннюю победу над собой, над мраком, который нас окружает, то грош нам всем цена. Этот фестиваль больше, чем музыка. Это духовная перекличка людей со схожей судьбой. Здесь голос Абхазии сливается с энергией Донбасса и творческим порывом Москвы. Для организаторов важно показать, дружба и творчество сильнее любых границ и обстоятельств. Это проект о созидании на пепелище, о весне, которая наступит вопреки всему. Гугуца Вардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.